Я был рожден биться. Моя жизнь всегда была борьбой. Я думаю, самая тяжелая часть борьбы в моей жизни — это учиться справляться с неудачами, с преградами и испытаниями. И учиться продолжать работать, несмотря на эти испытания. В боксе ты можешь подготовиться к любому удару, можешь быть готовым, но ты никогда не знаешь, когда жизнь нанесет свой удар. Бойца можно определить как человека, который знает лишь один путь к пониманию окружающего мира, который воспринимает боль как единственную меру своей истины. И его подход к своему стремлению решительно неотделим от его личности. 19 ноября Сергей Ковалев и Андре Уорд будут биться за чемпионство в полутяжелом весе в самом ожидаемом поединке года. Два величайших бойца мира, два человека, которые знали лишь один путь, как жить. История Андре Уорда начинается в Северной Калифорнии. Именно здесь сын, матерью которого была афроамериканка, а отцом европеец, впервые осознал сложность своей идентичности. Расти в этом заливе, будучи межрасовым ребенком, наверное, это так же, как и расти межрасовым ребенком, где бы то ни было, были трудности. Белая часть считает тебя черным. Следовательно, тебя не принимают на этой стороне. И много раз на афроамериканской стороне ты недостаточно черный. Отец Уорда, Фрэнк, бывший боксер-любитель, вырастил Андре и его брата Джонатана сам в их ранние годы. Да, мой отец был суперменом для меня. У моего отца была внутренняя стойкость, которую я чувствовал еще ребенком. Я всегда чувствовал себя в безопасности в присутствии отца. Когда Уорду было 9, его мир навсегда изменился. Его отец привел его в этот зал в Хейворде, штат Калифорния. Этот зал является первым залом, в который я вошел. Первый раз увидел настоящий боксерский ринг. Дети кучковались здесь. Я не был достаточно большим, чтобы увидеть зал. Здесь раньше стояло окно. Мой отец поднял меня, и я посмотрел зал, я увидел ринг. И это впервые, когда я влюбился в этот спорт. Это в первый раз, когда я сказал: я хочу этим заниматься. Джо, эй, рад тебя видеть, как дела? Первый мешок, который я ударил, мне пришлось повесить его сюда, потому что после того, как ты его подписал, его никто не хочет бить. Да, вот он, первый мешок, который я бил. Олдскульная кожа. Я спускался по этим ступенькам каждый день. Удивительно. Когда я был маленьким, он казался таким большим. Теперь, когда я вырос, зал кажется маленьким. Удивительно. И именно здесь я встретил Верджи. Да, именно здесь. Я бил по тому черному мешку, о котором мы говорили. А он сидел на вон той скамейке. Я бил по мешку и посмотрел на него, и он одобрительно кивнул. Он сказал, что ищет бойцов. Вот и ты. Все началось здесь. Вердж — это Верджил Хантер, который начал тренировать Уорда вскоре после того, как мальчишка пришел в зал. Они сформировали мгновенную связь, и Хантер сумел разглядеть неординарное в своем ученике. Он обладал мудростью, которой не было у детей его возраста. Он был победителем. Все просто. По-другому и не скажешь.
Вскоре Уорд начнет карьеру в любителях, которая будет украшена многими наградами. И с самого начала боец, его отец и его тренер поставили Олимпийские игры 2004 года как долгосрочную цель. Но по мере того, как Уорд процветал на ринге, в другом месте он начал замечать тревожные бреши в ауре своего героя. Я замечал такое поведение за своим отцом. Он был нормальным утром, мы шли в школу с моим братом, папа уезжал на работу. Затем он приходил домой, он был нормальным, уставшим, но нормальным. Он проводил какое-то время с нами, затем уходил в свою комнату, примерно на час, и затем выходил оттуда совсем другим человеком. И я не мог понять этого. Я не мог понять. И я говорил своему брату, я ненавижу, когда он уходит в эту комнату, потому что это странно, он выходит другим. В этом доме я по-настоящему узнал, что представляет собой зависимость. В этом доме мне пришлось понять, с чем на самом деле боролся мой отец. Мне пришлось быстро повзрослеть в этом доме. Наверное, быстрее, чем мне этого хотелось, потому что таковы жизненные обстоятельства. А я был мальчишкой. Как выяснилось, источником борьбы Фрэнка Уорда был героин. Андре Уорд был отдален от своей матери Мэдлин, которая на тот момент жила на улице, борясь со своими личными демонами. Я видел своих друзей с их родителями. Я думал, каково это — приходить домой, когда твоя мама готовит еду. Я просто не понимал этого. Каково это? Моя мама появлялась время от времени, побитая, не физически, а из-за жизни, которую она вела. И я вскоре выяснил, что она боролась с крэком. Уорд прожил в этом доме всего несколько лет. Его отец потерял этот дом, когда искал лечения от своей зависимости. Вот этот дом веет воспоминания. Это первый дом, в который я и мой брат пришли, когда папа потерял дом. Ему пришлось принять программу. Тогда Милли и Вердж, на тот момент они были нашими крестными отцами. Вердж тогда уже тренировал меня около 3-4 лет. Они забрали нас, и здесь мы жили. Кто бы еще мог так сделать? Моей целью тогда было заставить его и его брата почувствовать, что они в безопасности. Чтобы они знали, что все будет хорошо. Я пообещал им, что буду заботиться о них, пока они не смогут сделать это самостоятельно. Так все и вышло. Уорд большую часть подростковой жизни прожил с Хантером около залива, но он также на некоторое время воссоединился со своей матерью, которая жила в городе Оукленде. Несмотря на всю свою борьбу, Фрэнк Уорд оставался рядом в жизни своего сына. Пока не случилась трагедия, когда Андре Уорду было 18 лет. Внезапная смерть моего отца была самым тяжелым, с чем мне приходилось сталкиваться в жизни, даже по сей день, потому что я не был готов к этому. Отец скончался от болезни сердца в 46 лет. Я хотел получить ответ от Бога, но я не получил их, и я замкнулся в себе. Я больше не хотел боксировать, я не молился, не читал Библию, не ходил в церковь. Я саморазрушался. Начал много пить, начал общаться с плохой компанией. Мне просто было без разницы. Тем не менее, вершина, к которой он стремился, Олимпийские игры 2004 года, приближались. И наставления Вёрджила Хантера были жизненно важными, как никогда. Я ему сказал, что бы у него не было, что бы он не хотел сделать, если это упустить сейчас, то уже не вернешь никогда. Я никогда не беспокоился об Андре как о боксере. Я беспокоился об Андре как о молодом парне. Каким-то образом мне удалось вовремя привести в порядок дела, квалифицироваться и вернуться на правильный путь. Мой отец уделял большое значение чести, уважению, родовому имени. Я не хотел, чтобы отец скончался напрасно. Уорд привез домой золото из Афины, официально заявив о себе как один из лучших американских проспектов за многие поколения. С новым уровнем славы, которая вскоре ожидала его, когда он вернулся домой, он нашел Наполеона Кауфмана, бывшего футболиста, который стал духовным пастырем. Я видел в нем молодого человека, который хотел наладить свою жизнь с помощью Господа. Он говорил со мной о потере своего отца. Но когда я увидел его, я увидел в нем того, кто ищет направлений. В
пережил боль. Но я надеялся, что по мере того, как он продолжит свой путь с Богом, то его жизнь изменится в лучшую сторону. С наставлениями Кауфмана вера стала основой Уорда. В боксе он взял себе имя «Сын Бога» и постепенно стал лучшим боксером вне зависимости от весовой категории в мире. В свои 32 года у него отличный рекорд, из 30 побед и 0 поражений. Но путь был не без трудностей. У Уорда были длинные промежутки простоя из-за юридических сложностей со своим промоутером, наряду с борьбой с травмами. Сейчас, по мере того, как приближается его самый большой бой против Сергея Ковалева, он предпочитает оставаться сосредоточенным на положительном. Многие годы своей жизни я находился между людьми, зависимыми от героина и крэка, и с Божьей милостью я выбрался оттуда. Меня не должно было быть здесь, я не должен был заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. Все, что происходит, это награда для меня, потому что Бог был милостливым, Бог благословил меня. Когда я чуть все не испортил, он расставил правильных людей в правильное время. Мы знаем, что мы сошлись не просто так. Мы это знаем. Если это все не просто так, значит, должно быть что-то. Где-то есть самый большой бриллиант в мире, и мы приближаемся к нему на нашем пути, и мы обнаружим его. Дрэ является определением слова «боец». Он боец. Зная его прошлое, наблюдая за тем, как он встает на ноги и достигает всего того, чего он достиг в жизни, это просто невероятно. Я видел, как он превратился из мальчишки в мужчину, не только с точки зрения профессиональной карьеры. Я видел, как он стал любящим отцом, потрясающим мужем, который обеспечивает свою семью. За этим было невероятно наблюдать. Яблоко от яблони недалеко падает. Вместе со своей женой Тиффани Уорд растит 4 детей. И, конечно, он не считает само собой разумеющееся все то, что он способен им дать. Мои сыновья приходят домой каждый день, спрашивая, приготовила ли мама. Это потрясающе. Я говорю им, вы, ребята, и не представляете, насколько вы счастливы. Они поймут в один день. Но эта стабильность в доме, она очень важна. Также сейчас у Уорда есть и своя мама. Она не употребляет и вернулась в его жизнь. Что касается его отца, хотя его нет уже 14 лет, но он никогда не пропадал. Я думаю, мой отец всегда был частью этого пути. С тех пор, как он скончался, я не знаю как, я просто верю, что это так. Поэтому его инициалы на моих боксерских трусах. Для моего отца был важен характер. У него были трудности, но он был честен по поводу них. И он был бойцом, он всегда боролся, пока не встанет на ноги. И я думаю, он был бы очень рад тем, каким человеком я пытаюсь быть каждый день, каким мужем я пытаюсь быть, каким отцом. Это сделало бы его невероятно гордым, больше всего. На другом конце мира, от побережья Калифорнии, на туманном перепутье Европы и Азии, чемпион мира в полутяжелом весе достиг зрелости среди своего собственного, неумолимого окружения. Челябинск — это мой родной город, это индустриальный город. Много заводов. Люди там более сильные. Более сильные для выживания. В Челябинске производство стали все еще является самой большой отраслью. Сырье куется в высокой температуре и формируется под действием экстремального давления в что-то, кажущееся совсем неуязвимым. Это подходящее сравнение для рассказа о Сергее Ковалеве, который увидел, как рушится мир, который он знал, когда он был еще ребенком. Когда СССР еще не распался, мы жили счастливо. Мы кормили нашу собаку колбасой.
Мы давали собаке все, что ели сами. В 91 году, когда СССР распался, когда появилась Россия, мы почувствовали много перемен. Наша собака забыла про колбасу. Моя мама и приемный отец не зарабатывали достаточно для жизни. Его мать, Надежда Пашнина, когда-то работала на одном из многих заводов города. Зарплату не платили. Как бы получалось, зарплату нам давали продуктами. 3 детей на тот момент. У меня было 3 детей. Муж работал в литейке, тоже здесь же, плавильщиком. Вот ему часть денег дадут, мне часть денег. Вот как бы немножко это... Ну, и так старались где-то что-то все равно. Наш район, все жили так. И мы не понимали, живем ли мы богато или бедно. Во время своих визитов на родину Ковалев все еще посещает свой район, где его и его братьев и сестер вырастили мать и приемный отец. Его мать не переехала со старой маленькой квартиры, которая изменилась со временем, но тем не менее служит постоянным напоминанием прежних времен. У нас была вот эта и вот эта комната. Эта комната была занята. Здесь жила одна пожилая женщина. У нас была общая кухня и общий туалет. И у нас не было душа, только раковина и унитаз. А эта комната была детской. Здесь жили я, мой младший брат и старшая сестра. Было трудно делить все это между нами. За пределами дома городские улицы предлагали свои вызовы. В моем районе тебе нужно было, и ты должен был уметь обороняться, потому что никто не поможет тебе на улице или где-то еще, потому что были суровые времена. И иногда, я не хочу это скрывать, мы с 3-4 друзьями на великах ездили в другой район и грабили кого-то на улице. Мы были молодыми ребятами. Мы искали приключений, искали интересные вещи. Конечно же, мы совершали много ошибок. Это жизнь. Когда ему было 11, он обнаружил лучшее место, чем улицы, где он мог проводить время. Именно здесь он впервые научился боксировать. И 22 года спустя воспоминания все еще такие же яркие, даже среди развалин. Здесь был ринг. На этой стороне стояли боксерские груши. Вон там были пневматические груши. Это то место, где все началось. 1 декабря 1994 года была моя первая тренировка. Да, она была здесь. Мы выстраивались в линию. Тренер вставал напротив нас и объяснял всем, что и как делать, что такое бокс. И мой первый тренер... Передняя рука обеспечивает защиту, обеспечивает атаку пинком. Сергей Новиков был главным тренером для молодых талантов. Сергей пришел в общем потоке. Худенький, маленький, невзрачный.
Он учил нас тому, что мы должны быть мужчинами. Сам одевал перчатки, я в принципе был неплохой тоже спортсмен, еще действующий, уже по старой памяти. Одевал, разобью нос, и на следующую неделю, глядишь, и ручки на месте, и головка пониже. Есть ребята более одаренные, более сильные, но с течением трудностей, обстоятельств трудностей, обстоятельств времени, они слабейшие бросают, сильно остаются. Вот он один из тех, кто сильный духом. Однако спустя год тренировок Ковалеву пришлось испытать потрясение. Когда мне было 12 лет, от сердечного приступа скончался мой приемный отец. Я был сильно подавлен и перестал боксировать, потому что я был разочарован жизнью. Я был эмоционально убит. Не пришел. Я резко думаю, нет, этого парня нельзя отпускать. Нельзя отпускать. Не из-за того, что он крутой спортсмен, а из-за того, что я просто потеряю человека. Послал ребят. Ребята заходили за ним, вот эти его товарищи, сверстники заходили. Я Сергею сказала, говорю, сыночка, вот ты у нас из взрослых мужчин, ты остался. Это мелкие, говорю. Да. Теперь тебе надо им помогать и подсказывать, что как. И где-то мне помочь, поддерживать. И Сережа очень резко изменился. Сначала, ну как, ребенок, мальчишество, все. А тут он резко изменился. Он буквально за каких-то 2-3 месяца прям как вырос, возмужал. Примерно 3-4 месяца я не ходил в зал. До того момента, пока я не забыл этот тяжелый день, когда я потерял приемного отца. В тот момент Бог дал мне надежду, потому что мы не вели богатую жизнь. Возмужавший и оживленный, Ковалев быстро вырос, постепенно взбираясь в рейтинге любителей России. Но со временем он почувствовал, что его путь к международному признанию был прегражден боксерской политикой его страны. По мере того, как он формировал свое боксерское будущее, в 2009 году его связали с менеджером из США Эгисом Климасом. Я был в Казахстане на бою другого моего бойца, и я сказал, почему бы нам не встретиться там? Мой друг, Дон Тернер, был там. Сергей прилетел в Казахстан. Мы пошли в зал тренироваться. Сергей провел бой с тенью, сделал несколько движений. Дон Тернер посмотрел на него и сказал, черт, где ты нашел этого парня? Ты действительно сможешь сделать из него большого чемпиона. После одобрения Дона Тернера, высокоуважаемого тренера, Климас привез Ковалева в США, чтобы начать процесс построения профессиональной карьеры с самых низов этого спорта. И я объяснил Сергею, я не буду приносить тебе деньги и не буду зарабатывать деньги на тебе, потому что никто не даст мне денег. Все, что я могу сделать для тебя, достать тебе денег для еды, могу дать денег для затрат на жилье. И я сказал, как только мы получим промоутера, промоутер будет заботиться о тебе. Ковалев провел свои первые 18 боев в неизвестности, и мало что получил за свои бои. Внутри меня были какие-то мысли, что мне надо уйти, я больше не хочу этим заниматься, но я не мог показать это ему. Он тоже думал в какие-то моменты о себе, что он должен бросить это дело. Это не для него. В 2012 году Ковалев получил возможность впечатлить промоутера Кэти Дур. Она согласилась поставить его в андеркарт одного из ее вечеров бокса. Его соперником был Дарнелл Бун. И спустя 1,5 минуты второго раунда боец яростно вдохнул новую жизнь в свою карьеру. Когда бой был окончен, Кэти Дува стояла с контрактом. Я говорю, что происходит? Она ответила, где моя ручка? Я хочу, чтобы вы подписали это. Моя боксерская карьера начала расти очень быстро.
guy is a mean fighter. The most sinister presence in the ring enjoys inflicting punishment. Kovalev is clinically in command here. It is over, and he made it look easy. Я даже и представить не мог, что доберусь до этого момента. Я сам себя удивил. Сергей Ковалев никогда не проигрывал в профессиональном поединке. И он является объединенным чемпионом мира в полутяжелом весе на протяжении почти 2 лет. Теперь, когда он сам является мужем и отцом, вместе с тем он человек, которому 33 года, который никогда не забудет, какой длинный путь он прошел с самого начала. За все то время, что я борюсь в жизни и в ринге, теперь я понимаю, что я проделал очень длинный путь, чтобы оказаться здесь. Каждый день новая мотивация, снова и снова. И я здесь, все еще не побежденный, и продолжаю идти к своим целям и к своим мечтам. Андре Уорд и Сергей Ковалев происходят из противоположных частей мира, но между ними есть общая задача, которая, в конце концов, определит их историю. И теперь, 19 ноября, 2 непобежденных бойца столкнутся в самом большом поединке этого года. Мой бой с Андре Уордом — это важный бой в моей жизни. И самый большой шаг и тест в моей боксерской карьере. Бой с Сергеем Ковалевым определенно очередной великий бой в моей жизни, очередной великий момент в моей жизни. Жизнь определяется моментами. Можно сказать, что каждый человек — продукт своего опыта. Но каждая борьба и каждая победа, каждая схватка и каждое достижение, каждый вопрос и каждое решение определяет, как им жить и чего они хотят. Есть 2 человека, которые давным-давно обнаружили, что бой — это единственный способ придать смысл окружающему миру. Есть 2 человека, чьи пути теперь сошлись вместе. Именно так, как им суждено.